42-й школе долгожданный праздник. В торжественной обстановке здесь открывают новый учебный корпус. В трехэтажном здании созданы современные условия для обучения, и теперь оно готово принимать учащихся. Поздравить коллектив школы и ребят прибыли почетные гости. Мэр Грозного пожелал успехов им в учебе и отметил, что прочный фундамент для развития образования в регионе заложил первый президент Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадыров. Открытие нового здания приурочено крайне важной датой для всего чеченского народа – 100 лет чеченской государственности. В учреждении созданы современные условия для обучения более 700 учеников. В школьных стенах дети смогут не только получать качественные знания, но и развивать свои таланты. Наконец наступает долгожданный момент – церемония разрезания красной ленты. Для гостей проводят экскурсию по новому корпусу. Мебель новая, шейки, всякие интерактивные игры разных секций. В любом случае, виртуальный чаха, любой бумаг, интернет у нас есть. Самое главное – учить больше языков ключа. 36 учебных классов, лаборатория, библиотека, мастерские для девочек и мальчиков, спортзал. В общем, все необходимое для качественного обучения и творческого развития школьников. Кабинет биологии оснащен необходимым техническим оборудованием. На каждом столе есть микроскоп для работы, для проведения теоретических, практических и лабораторных работ. Также у нас в находящейся рядом лаборатории созданы также все необходимые условия для проведения практических и лабораторных работ. Конечно, в старой школе не было таких условий, как в современной. Здесь есть все необходимое, просто чтобы работать одно удовольствие и учителю, и детям, конечно. Открытие дополнительного корпуса на 720 мест решит главную проблему 42-й школы – трехсменное обучение. Мы обучали детей в 3 смены. Наша школа, корпус нашего, теперь мы уже говорим старого корпуса, он рассчитан на 780 посадочных мест. Теперь нам построили новый корпус, 720 мест. И это мы уже решили проблему с 3-сменкой. Мы спокойно можем перейти на обучение в 2 смены. Естественно, это разгружает 3-ю смену. Вот сейчас мы смотрели, да, мы вместе проходили по всей школе с инспекцией. Вы видели все наше новое оборудование, библиотеку, в которой есть отдельная интернет-зал, зона, где есть электронная библиотека, будет любой доступ к электронным книгохранилищам. Столовую вы видели на 200 посадочных мест. Мы сейчас можем кормить детей в 2 этапа. Это временные затраты, да, которые мы все уже решили, этой проблемы нет. Это центр общественной и творческой жизни школы, актовый зал. Его общая площадь составляет 360 квадратных метров. Он рассчитан на 150 посадочных мест. Здесь также имеются подсобные помещения, которые предназначены для гардеробных и костюмерных комнат. В этом году на территории республики планируется капитальный ремонт 42 общеобразовательных учреждений. А до конца 2023 года планируется строительство 24 новых школ. Старые школы, к большому сожалению, не отвечают современным требованиям ни федерального государственного образовательного стандарта, ни по санпин-нормам. И, конечно же, это превышение численности детей, которые учатся в этих школах. Перезагруженность, так называемая. А это мы знаем густонаселенный участок города Грозного. И здесь строительство этого корпуса, конечно же, дает дополнительные возможности в плане оборудования новых современных кабинетов, предметных кабинетов, такие как химия, биология, ОБЖ, физика. И, конечно же, это современный спортзал. Эта работа здесь на базе 42-й школы. Это не единственная школа, которая планируется открывать и в городе Грозном, и в Чеченской Республике в целом. Мы до конца года должны открыть порядка
порядка 15 школ. И, конечно же, это начало строительства еще новых 24 школ по территории Чеченской Республики с планом открытия к сентябрю 2023 года. В прошлом году Чеченская Республика стала лидером среди субъектов России по реализации национального проекта образования. Благодаря ему тысячи детей в регионе сели за парты в новых современных школах. Комфортные условия для обучения появились даже в самых отдаленных районах. Хайда Саламова, Имран Абазаев, Ислам Али Султанов. Неделя.